خب برای همه قدر این به حد ضرور. وقتی که من دیدم که حاضر چند میلیون подписчик داره میده 1,8 миллион. 1,8 миллион подписчиков? Да. Как вы думаете, и он нам в таком образе, ага, саволтет, осон тараз джавдонам, бетар, одат кадек бошан, мактаб руси хондек бошан, одатар. Как вы это сделали? Ну, во-первых, мне кажется, что нужно создать уникальность, найти свою уникальность, точнее, для того, чтобы людям было интересно на тебя смотреть. То есть, если ты не даешь какого-то эксклюзивного контента, да, то есть зачем или почему должны люди тебя смотреть? Люди не будут подписываться. Соответственно, думаю, что во мне есть определенная изюминка или уникальность, что отличает меня от других, почему люди на меня подписываются. Молодец, это вы очень умно сказали. У вас есть образование по маркетингу? Нет. И вы это сама чувствовали, что это ваш талант, это вашим Богом дано сила, и вы его продвигали? Нет. Что стало импульсом? Откуда вы поняли, что у вас эта уникальность есть? Во-первых, хочу поздороваться сначала со всеми, что мы начали беседу. Конечно. Всем добрый день. Надеюсь, многие из вас понимают на русском, потому что мне удобнее так выражать свои мысли. Изначально, почему я начала вести вообще блог, в принципе, потому что я завела сначала Инстаграм для своего бутика. Когда я открывала Инстаграм, тогда еще особо им никто не пользовался в Таджикистане. Я тогда училась в Китае, эта соцсеть только появилась, и я решила зарегистрироваться там и начала вести какие-то посты, делать фотографии для магазина своего. После чего я заметила, что то, что мы фоткаем на мне, то продается, а то, что мы фоткаем на других моделях, это не продается. Соответственно, я поняла, что дело в лице, и для того, чтобы увеличить продажи, нужно развивать свой фейс, то есть свое имя. Личный бренд, свое имя. Да. В связи с этим я открыла Инстаграм. Конечно, было очень много противоречий со стороны родных, близких. Тут очек духтар, худата, амачоба, суратота, меймуни, то все. То есть это у нас менталитет. Да, это сопротивление менталитета. Да, потому что в любом случае все, что новое, это пугает людей. Тем более наш народ, наш менталитет, типа, если ты девушка незамужняя и так далее, то сиди дома тихо и не выпендривайся, да? Вот, но сквозь терни и Джангу, Джанджол и 3-10 я все-таки мекадмами корма. И только тогда, когда родители увидели определенные успехи, результаты, да, увидели, что очень многие крупные компании, даже за границей, делают какие-то предложения, сотрудничество, 3-10, только тогда более-менее они успокоились. Я показывала, пыталась дать понять родителям, что сегодня Инстаграм ведут не просто какие-то там бездельники. Очень многие президенты, очень многие влиятельные бизнесмены и так далее, они все ведут свой блог. Это своего рода такое портфолио. Поэтому я считаю, что если у вас есть какой-то личный бренд или любой на муде бизнес, вам необходимо в первую очередь дать понять, кто вы, и почему должны покупать именно у вас. Да, очень правильно. Вот у кого есть бизнес? У кого есть бизнес? Кадумот бизнес творит он большой. То хамих тозе умеда гуфтиги гапашон. Хамин бизнес ба, би маркетинг хозе мувафак шудан мешад. Коре ки одам кард барои бизнеси худаш як чизи асосиай. یک چیز اساسی است. ممکن که این قالب فهمش منتالیتی ما با طوری نمیگرد که پشون درست قالب ما نه که برای موفق شدن بیزنس خودش این به هر چیز ضروری است. Маркетинг им به هر چیز ضروری است. То есть для вас был сигнал, вы чувствовали, что то, что вы сами показываете, хорошо продается, и то, что другие модели одеваетесь, но она показатели цифры меньше. Да.
Да. Значит, вы уже поняли, что это дело в личности и умение это донести. Да. Плюс нужно уметь работать над собой, Да. потому что, ну, то есть для того, чтобы сегодня люди, там, весь Таджикистан, например, знали, кто я и знали о моем бренде, мне пришлось пройти определенный путь. Да. Как я уже упомянула ранее, было очень много, скажем так, недовольства и так далее. То есть здесь все зависит от личности человека. Даже если есть очень много преград, я бы могла 5 лет назад сказать «Хаймарахонагем на Мондестан», я не буду это вести и закрыть все. Да. И, соответственно, понимаю, что имя, над которым была сделана работа в течение нескольких лет, просто пошла бы коту под хвост. Соответственно, даже если у вас есть какие-то предубеждения или какие-то проблемы, да, которые вот не дают вам начать развивать себя как личность, в этом и есть сила, чтобы на все это закрыть глаза и идти дальше к своей цели, несмотря ни на что. Я замечаю, что сегодня даже вот с всяких кишлаков, да, всякие деревни, какие-то блогеры. Парень. В селе? Нет, это не об этом. То есть они живут там, они находятся там. Там находятся, там да, живут. Снимают всякие интересные штуки, и то есть даже если они кринжовые, ну кринжовые это типа, ну, стрёмные. Простым, да. Да, ну типа смешно, да, но они определенным каким-то своим индивидуальность. Да, какой-то своей индивидуальностью цепляют людей, у них растут подписчики, да, они сначала зарабатывают немного, там на рекламе какой-то еще что-то, но люди их смотрят, они их обсуждают, даже если Мегане, Деунаби и так далее, ну, о нем же говорят, да. Соответственно, нужно найти просто свою точку опоры, да, цель, что вы хотите, чтобы вас знали как блогера, или как бизнесмена, или как модель, или как певицу, то есть, но в любом случае вам нужно портфолио в виде социальных сетей. Сегодня бизнес строится не так, как раньше, то есть, если раньше было легче открыть бизнес, чем сейчас, хотя сейчас много инноваций, но из-за дешевле было раньше, да. Раньше было открыть бизнес дешевле, чем сейчас. Сейчас вам нужно больше денег. Почему? Потому что сейчас сотрудники уже не согласны работать на меньшую сумму. Да. Вам нужны деньги для рекламы. Продвижение, содержание. Да. То есть в чем проблема нашего народа? Оно все еще не готово платить за рекламу. Почему? Потому что они хотят, чтобы к шоду магазин или кафе или ресторан, все, пусть само как-то работает. Чтобы люди сами приходили. Да, бадьяк автомобили вою махкамшидистан. Почему? Потому что они не вложили достаточно денег в рекламу. Лучше найти еще дополнительную сумму, откуда-то заработать, да, или еще что-то сделать, но лучше потратиться на рекламу и только потом ожидать какого-то прихода, потому что не бывает иначе. Поэтому сейчас бизнес строить тяжелее, чем раньше. Может, лет 10 назад это было легко, потому что рынок был свободный. Да. Сейчас конкуренция огромная во всех сферах, соответственно, вам нужна, опять-таки, индивидуальность. Умеда, большинство ваших подписчики только со страны Таджикистана или других стран тоже? Нет, у меня международная аудитория. Там идет СНГ, Россия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И даже когда я прилетаю в какие-то, ближние страны, меня узнают, мне это приятно удивляет, Никими Ганке, я вот вас вижу в Инстаграме, подписан на вас. То есть вы конкурируете, когда вы создаете свою страничку в Инстаграме, вы конкурируете не только с соседним магазином или соседним районом, вы конкурируете со всем миром. То есть вас могут увидеть с России, там, с Узбекистана, еще откуда-то. И почему важно создавать красивый, дорогой контент? Потому что люди должны вам поверить через эту страницу. Вы молодец. Честное слово, вы лучше думаете, чем маркетологи. Поэтому у вас получилось. Мама халак, да. Ну, это правда. Это правда.
Я очень много обучаю, я с вами впервые общаюсь.